Ну, я решила посмотреть, на что, собственно, эти деньги идут. И вот, конечно, я была немного шокирована. Ну, ладно, там, если это получает Министерство, там, не знаю, обороны, да, ЧС. Но когда я в прошлом году увидела, что деньги из нацфонда выделены на создание документальных фильмов, или, например, как в прошлом или в этом году, или в следующем выделяют на поддержание архивного дела, или там на поддержку культуры и наследия культурного, мне кажется, что это совершенно нецелесообразно. То есть какая необходимость из нацфонда брать деньги на сохранение архивного дела? То есть как так можно настолько бесстыдно все это делать? И мне кажется, что это просто прекрасное поле для коррупции. Например, обязательно надо сказать, да, про это Министерство туризма и спорта, которое в этом году получило 37 миллиардов тенге и показала вот на последней Олимпиаде, насколько вообще у нас тоже катастрофа в спорте, насколько все коррумпировано. Ну и в следующем году им выделяют 62 миллиарда тенге. То есть, опять же, мы даем деньги не исходя из каких-то там показателей успешности, да, устойчивости, развития тех же министерств, управления эффективного. Мы даем деньги из этого надфонда, на мой взгляд, вообще по каким-то просто по понятиям. То есть вот это, опять же, мне кажется, проблема в том, что все решения принимаются непрозрачно, они принимаются без достаточного основания. И, мне кажется, люди, которые платят налоги, и которые, по сути, наверное, являются в какой-то мере владельцами тоже, да, этих нефтяных доходов, они имеют право знать, где вот какая-то выкладка, обоснование, почему мы столько денег тратим на это. Кому пришло в голову тратить деньги нацфонда на сохранение архивного дела? Это что, архивное дело сегодня какое-то супер, я не знаю, актуальное направление? Для чего из нацфонда? И вообще, мне кажется, это не просто звоночек, это уже колокол звенит, что у нас с экономикой бедой, если мы не можем жить без вот этих вот вливаний из нацфонда.